Шутеры были и остаются самым главным жанром в игровой индустрии. Поэтому сегодня будет десятка лучших шутеров для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если любишь пострелять. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика, мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу. Но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП. One State. Это первая отдельная РП-игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Прижмитесь к обочине. Захожу на таран. 5-й. Он ваш. Принял. Центр. Подозреваемый прорвался. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивать One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Эта эпичная игра предстоит сыграть за одного из воинов, который попал в довольно мрачный и ужасный мир. Ведь теперь кругом ужасные монстры, такие как демоны, зомби. Кто-то сильнее, а кто-то слабее, но каждый из них будет пытаться вас уничтожить, если вы не будете быстро реагировать на происходящее. А потому берите оружие и начинайте свой путь, сражаясь с самыми мерзкими существами. Атакуйте их с помощью большого арсенала оружия и получайте за это награды и деньги. А за них можно будет прокачивать не только пушки, а также изучать новые навыки для вашего перса, чтобы стать еще сильнее. К особенностям игры можно отнести отличная графика, довольно простое управление и огромный арсенал. Это довольно динамичный шутер. Здесь вы окажетесь также в постапокалиптическом мире, где ведутся нескончаемые сражения за остатки полезных ресурсов. Все люди разделились на несколько фракций. Вам предстоит выбрать одну из сторон. Механика сражений здесь довольно стандартная. Вам также понадобится участвовать в командных боях, где исход битвы зависит от количества пораженных противников, ну или захваченных баз. Карт, где будут проходить столкновения, несколько, и все они продуманы для более сбалансированной игры. Участвуя в битвах, повышайте уровень своего героя, приобретайте новую экипировку и, конечно же, оружие. Выбор самых разных автоматов, дробовиков, пулеметов здесь очень большой. Также можно кастомизировать внешность бойца и оружие, покупая разные скины. Играйте вместе с вашими друзьями, повышайте свой скилл и станьте одним из лучших бойцов. Можешь передать привет моему городу Кыштыму? Без проблем. Кыштым, привет. Это довольно прикольный шутер, сочетающий в себе механику популярной и каноничной игры, а именно Counter-Strike. Здесь вас ожидают эпичные командные баталии против игроков со всего мира, доработанная графика CS 1.6, большое количество оружия и самые разные режимы, в целом их 5, в которых вы сможете принять участие. Например, это классические сражения, разные миссии, противостоять нашествию зомби и просто повоевать на огромной карте. Сами сражения проходят на нескольких разных картах, среди которых вы сможете встретить немало знакомых из CS. Все они были немного переделаны, увеличены масштабы и увеличена разрушаемость объектов. В целом, кто искал прям клон 1.6, то это он. Ну а мы с тобой двигаемся к следующей игре. Тут мы будем участвовать в крутых сражениях, причем с игроками со всего мира. А самое главное, скучно точно не будет, так как тут довольно много карт. Для победы над врагом вы будете использовать целый арсенал всевозможного оружия, а именно пистолеты, снайперские винтовки, разные гранатометы. Тут даже есть боевая техника в виде танков. Возможность накапливать оружие, прокачивать его, делать более эффективным. Кроме того, можно повышать скорость перезарядки, увеличивать объем магазинов, уменьшать отдачу. Плюс ко всему, тут куча разных режимов.
В целом, кто соскучился по шутерам такого формата, очень советую поиграть. Тут вы окажетесь в далеком будущем, где люди достигли пика технологического развития и погрязли в битве с инопланетянами. Тут можно попробовать сыграть за разные классы героев, большой выбор мега-оружия, от плазмоганов до лазерных пулеметов, а благодаря низкой гравитации вы сможете прыгать на большие расстояния. При этом при всем тут шикарная графика и оптимизация для маломощных девайсов. Лайт, а ты смотришь аниме? Да, вот недавно смотрел «Атаку Титанов». Братишка, и ты напиши, какое аниме любишь или время от времени смотришь, будет интересно почитать. Это игра, где все сделано в кубическом стиле, как в Майнкрафте. В ней очень много разного оружия, и вы будете сражаться в эпичных битвах, что поможет вам стать внимательнее, точнее и сообразительней. Также в игре есть разные режимы, например, Королевская битва, где нужно выжить последнему, или Заражение, где вы должны выжить в мире, захваченном зомби. Игра также порадует нас разнообразием скинов, грамотной системой прокачки персонажа, широким выбором оружия и возможностью вступать в кланы со своими друзьями. В целом, это действительно классная игра, в которую я настоятельно рекомендую поиграть. В ходе эксперимента в 2033 году был открыт портал «Параллельное измерение», населенное жуткими тварями. Началось масштабное вторжение демонов, и человечество оказалось на грани уничтожения. Вам же по прибытию в одиночку предстоит исследовать научный комплекс и сражаться с демонами. В арсенале имеется множество огнестрельного и футуристичного оружия. В одной из лабораторий вы сможете приручить питомца-чертенка, который поможет в сражениях и сборе снаряжения. Если это звучит для вас знакомо, то это потому, что очень похоже на классическую Doom. Итак, если вы поклонник Doom или просто любите пострелять, вам определенно понравится эта игра. В игре Shadowgun вы сможете стать наемным охотником и сражаться против пришельцев, которые угрожают уничтожить всю жизнь на Земле. Вам предстоит пройти 200 миссий на 4 планетах, победив монстров, киборгов и гигантских роботов. Отличительными особенностями игры является развитие героя, огромный выбор оружия и современной экипировки, возможность крафтинга и создания собственного бронекостюма, стильная графика, система гильдии и мультиплеер позволяет насладиться проектом любому, кто жаждет приключений в мире будущего. Вспомните, что в жизни бывает много непредсказуемых и опасных ситуаций, но если вы готовы бороться за свои цели, то никакой пришелец и киборг не сможет вам помешать достичь успеха. И это я сейчас про игру. Это прикольный шутер в формате команда на команду. Игра стала одним из лучших представителей жанра для наших мобилок, благодаря разнообразному игровому процессу, включающему 8 режимов, соло и кооперативные бои, возможность создать клан, 14 карт, 50 моделей оружия и довольно хорошую графику. Побеждая и зарабатывая деньги, можно будет покупать новое оружие, броню, аптечки и гранаты. Очень советую поиграть тому, кому нравится Standoff 2. Игрушка, где вы будете сражаться на арене в команде 3 на 3. Отличие от других шутеров в том, что здесь вы будете выбирать героев с разными особенностями и классами. Вы можете играть вместе с друзьями или со случайными игроками. Каждый выберет своего героя, но в команде не может быть два одинаковых. Все герои имеют свои особенности и роли в бою, поэтому нужно и важно продумывать состав команды и тактику. Героев можно кастомизировать и прокачивать, чтобы стать более эффективным. Сами игровые локации влияют на ход событий не меньше, чем герои, а управление довольно удобно, где скорость реакции играет важную роль. Сама же игрушка очень напоминает Overwatch, однако со своими фишками. Ну а к особенностям игры можно отнести прикольная мультяшная графика, возможность создать свою команду с друзьями и куча разных режимов. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Здесь вы сможете заполучить самое крутое и точное оружие, чтобы уничтожить даже самых опытных врагов в захватывающих многопользовательских битвах. Игра очень отдает тем же Апексам, но выглядит очень круто и ожидается совсем скоро, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.